Продолжаем выпуск. Министерство иностранных дел Катара сообщило, что им путем дипломатических переговоров с афганскими талибами удалось договориться об освобождении 4 таджикских заложников, солдат, которые были захвачены боевиками в декабре на таджикско-афганской границе. Таджикские пограничники были взяты в заложники талибами еще 19 декабря 2014 года в лесополосе у пограничной реки Пяндж при сборе хвороста. Первоначальные переговоры с боевиками об освобождении прошли безрезультатно. После солдат увели вглубь территории Афганистана. Родители узнали о пленении их детей-новобранцев только после того, как солдаты сами отзвонились домой, передав условия похитителей для их освобождения. Почти полгода родители обивали пороги чиновников, получая заверения в том, что делается все возможное. Исходя из принципов гуманизма и по личному распоряжению эмира Катара Тамима бин Хамада бин Халифа Аль-Тани удалось договориться об освобождении таджикских солдат. Пока неизвестно, когда именно ребят привезут в Таджикистан. Между тем стали известны подробности смерти Фирдавса Рахматова, таджикского новобранца, убитого сослуживцами через месяц после призыва в армию. По словам военного прокурора Сагдийского гарнизона, солдат-срочник Рахматов скончался в результате избиения со стороны 2 сержантов и 1 рядового. Таким образом, подтверждается, что изначально Министерство обороны планировало все списать на тепловой удар и слабое здоровье самого парня. Однако родители и СМИ сумели привлечь внимание общественности и не допустить этого. Только публикация фотографии мертвого тела солдата с явными следами избиения вынудила военное ведомство раскрыть подробности инцидента. Прокурор вынужден был признать, что 7 июня этого года, приблизительно в 15 часов, сержанты Раббани Салаймонов и Камрон Храхимов, а также рядовой Айом Назаров избили рядового Фирдавса Рахматова. Установлено, что удары были нанесены в область груди и шеи, в результате чего Рахматов задохнулся и скончался в течение 10 минут.